Работы на ВЛ Ачгуара идут практически круглосуточно. Утром 8 ноября их проводили сразу на 3 участках в селах Бедия, Ачгуара и Кохора. Участок в селе Беди – один из самых проблемных, говорят специалисты. Здесь провели работы по перетягиванию провода, который опустился из-за нагрузок. Ведь провод новый, а система старая, отмечают энергетики. Согласно нормативам, на этом участке изначально нужны были повышенные опоры электропередачи. Перетягивали провод, подвешенный новый провод в пролете между опорами 82-86. Там всегда этот участок был проблемный, потому что это проект еще советский, там нужно было повышенную опору ставить на месте 82. Поэтому, когда сейчас мы повесили новый провод, немножко габарит нарушился. Сегодня мы этот момент исправили. Мы перетянули, и сейчас габарит от земли до провода в норме. На том же участке специалисты демонтировали линию 6 киловольт, так как она проходила под новыми проводами, а затем провели по безопасному маршруту. Сделано это во избежание касания проводов обеих линий. Перенесли линию 6 киловольт, которая проходила под линией 220. Хотя там были нормальные габариты, но для большей безопасности мы эту линию перенесли. И продолжали работать. Вот самые сложные работы были на участке, вот тут Орешник, и между опорами 30 и 32 габарит был нарушен. Не совсем, можно сказать, габарит был где-то около 6-7 метров. Но учитывая, что здесь Орешник, да, и нам пришлось, мы решили установить опору промежуточную, железобетонную, чтобы габарит увеличить и на данном участке, чтобы не было проблем. Там, где было невозможно установить повышенные опоры, из-за особенностей рельефа пришлось срубать растения. Ведь нужно сделать так, чтобы провода не касались кроны деревьев. По нормативам под такой высоковольтной линией нельзя, чтобы что-то находилось на расстоянии 25 метров. Это мешает нормальному функционированию ВЛ и вообще опасно для жизни. Но за 30 лет здесь посадили немало садовых культур, которые сегодня приходится вырубать. То есть под проводами не должно ничего расти. Это должны все понимать. И частные владельцы, и государственные. То есть нельзя ничего сажать, никакие растения, ни кустарник, ни деревья под проводами. Вот в чем проблема вот этого времени, с чем связаны эти отключения. 25 метров – это охранная зона от крайних проводов, плюс еще 12 метров – это над этими проводами. То есть выходит 60 метров, это охранная зона линии электропередач 220. Без согласования с эксплуатирующей организацией никто ничего не вправе, ни строения, ни сады, ничего строить в этой зоне. На время ремонтных работ подача электроэнергии была приостановлена в большей части Абхазии, которую питает эта линия. Специалисты надеются, что после ремонта и установки повышенных опор таких длительных перебоев с электричеством не будет. Сегодня завершим и будем подавать потребителям по всей Абхазии. А так вообще какие-то ограничения? Мы надеемся, что включение под полной нагрузки пройдет. Если все нормально, то ограничений пока не будет. В данный момент Минэк Республики ведет переговоры с Министерством энергетики России об организации перетока электроэнергии. В случае его осуществления специалисты смогут в более сжатые сроки полноценно завершить работу на ВЛ Ачгуара. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.